Обзоры экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем с курса валют. На сегодняшний день курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 66,62, за евро 73,17. Что касается обмена валюты в Якутске, то сегодня выгоднее всего покупка доллара в Восточном банке 66,60. Лучший курс продажи в Азиатско-Тихоокеанском банке остановился на отметке 67 ровно. Что касается евро, то выгодная покупка в Россельхозбанке 73,05, а продажи в Азиатско-Тихоокеанском банке 73,55, сообщает сайт banki.ru. В Аймиконе построят туристический кластер. В планах разработка городских объектов для жителей и туристов, а также строительство многофункционального комплекса с гостиницей. Планируется комплексное развитие инженерной инфраструктуры, прокладка новых трасс всех инженерных сетей. Подробности у Андрея Мухоплева. Андрей, приветствую. Тебе слово. Приветствую, Юлия. На полюсе холода в селе Аймикон будет создан туристический кластер. Полюс холода давно стал одним из брендов Якутии, но из-за неразвитой инфраструктуры, отсутствия гостиниц и сферы услуг, способных удовлетворить запросы туристов, примерно 80% заявок на посещение Аймикона отклоняется. Такой проект нам абсолютно необходим. Я надеюсь, что к 2022 году, к году столетия республики, часть этого плана уже начнет реализовываться. Очень надеюсь, что результаты этого конкурса позволят нам в Аймиконе сделать прекрасный уголок туристического такого характера, место, где людям будут хотеть приезжать, оставаться. Ну и на самом деле Аймикон этого достоин. В финал конкурса вышли 3 консорциума: Московское бюро «Осадов», Санкт-Петербургское бюро «МЛА+» и якутская команда «База-14». Победителем же стал консорциум под лидерством архитектурного бюро, «Осадов», в которого вошли Russia Discovery, Knight Frank и якутский ЛЦТК проект. Консорциум под лидерством архитектурного бюро «Осадов» представил сбалансируемую и реализуемую концепцию кластера, ориентированную на аудиторию любителей комфортных приключений. Несмотря на то, что основной поток туристов прибывает в Аймикон в зимний период, инфраструктура кластера рассчитана на круглогодичное использование. В нашем проекте предполагается, можно так сказать, нетипичный музей. Это музей, транслирующий явление холода во всех смыслах. То есть в нем рассматриваются холод как природное явление, как историко-культурное явление. То есть в целом для туристов музей будет раскрывать тему холода в разных направлениях. Дизайн-код нового бренда Аймикона строится на образах льда, снега, мифического быка и северного сияния. Эти образы транслируются в архитектурных сооружениях, малых архитектурных формах, элементах навигации и графическом дизайне. В рамках разработки мастер-плана села предполагается создание новых общественных пространств, строительство городских объектов для жителей и туристов, в том числе многофункционального комплекса с гостиницей, рестораном, музеем и тематическим парком, и набережной с деревянными настилами, теплыми павильонами и смотровыми площадками. Планируется комплексное развитие инженерной инфраструктуры, прокладка новых трасс всех инженерных сетей. Ежегодно Аймикон посещают от 3 до 5 тысяч туристов. С введением кластера количество туристов в Аймиконе увеличится до 50-70 тысяч человек в год. Общая стоимость проекта на сегодня составляет чуть менее 1 миллиарда рублей. Однако окупаться он начнет еще на стадии строительства. Реализация проекта планируется в 3 этапа. И к завершению строительства 3-го, по прогнозам, туристический кластер Аймикон может заработать до 3 миллиардов рублей. Юлия, у меня на этом все. Тебе слово. Спасибо, Андрей. Я напомню, на связи был Андрей Мухоплев, наш корреспондент. Генерирующая компания «Русгидро» запустила первую на Дальнем Востоке сеть быстрых зарядных станций для электромобилей. Подробнее расскажет моя коллега Нургуяна Иванова в рубрике «Новости экономики». Нургуяна, в каких городах появилась сеть? Юлия, прежде всего хочу сказать, что это пока пилотный проект. 10 штук будет во Владивостоке, Уссурийске и городе Артеме. По итогам этого проекта компания примет решение о дальнейшем развитии сети в других городах Дальнего Востока.
Это новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Правительство Российской Федерации перенаправит 1 миллиард 200 миллионов рублей из бюджетов 2020 и 2021 годов на закупку техники для тушения природных пожаров в этом году. Согласно приложению к распоряжению Минприроды, в этом году регионы получат около 2 миллиардов 780 миллионов рублей. Больше всего денег получит Забайкальский край, Бурятия, Иркутская область, а также Новгородская, Свердловская и Ленинградская области. Федеральная антимонопольная служба не видит оснований для негативных прогнозов по росту стоимости авиабилетов. Ведомство также пообещало изучить деятельность Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, представитель которой ранее заявил СМИ о возможном подорожании авиабилетов к концу года на 9–10%. Аналитики рейтингового агентства «Агро» в преддверии Восточного экономического форума подготовили исследования об источниках финансирования регионов Дальнего Востока. Один из ключевых выводов исследования заключается в том, что регионы Дальнего Востока не смогут самостоятельно покрыть запланированные на текущий год расходы, несмотря на профицит бюджета в 2018 году и рост собственных доходов в начале 2019 года. Среди источников финансирования дальневосточных регионов велика доля трансфертов из федерального бюджета. На этом фоне «Агро» отмечает значительно нереализованный потенциал дальневосточных регионов с точки зрения выпуска облигаций. На Дальнем Востоке сейчас приходится лишь около 5% обращающихся на рынке облигаций региональных органов власти, а единственным регионом Дальнего Востока, регулярно осуществляющим размещение облигаций, является Якутия. По расчетам аналитиков «Агро», обслуживание облигаций обойдется регионам дешевле в сравнении с банковскими кредитами, которые регионы в последние годы отдают предпочтение. Отметим, что в основу расчетов легли данные Росстата, Федерального казначейства, Минфина России и регионов Дальнего Востока. Создание благоприятного инвестклимата, доступ к финансовым ресурсам и выход на крупные рынки – это три основные проблемы инвестирования в регионах Дальнего Востока, для решения которых разрабатывают и внедряют механизмы институтов развития. Об этом заявил директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов. В качестве решения проблем он назвал усилия по созданию новых режимов благоприятствования. Это территория опережающего развития и расширение зоны свободного порта Владивостока, а также открытие региональных льготных фондов для малого бизнеса и создание конкретных логистических цепочек с производителями и договоренностями о взаимных поставках продукции и инвестициях. Ну а сегодня, в так называемый нулевой день Восточного экономического форума, начинает работу выставка «Улица Дальнего Востока». Она пройдет с 3 по 8 сентября в рамках форума. Якутия представит павильон «Сделано в Якутии». Он выполнен в форме овала и украшен снаружи орнаментами и символами народов республики. Регион представит свои инвестиционные проекты, туристические продукты и товары народного промысла, в том числе из мамонтовой кости. Отмечается, что посетители экспозиции смогут принять участие в розыгрыше якутских бриллиантов. Напомню, что сам форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Бюджет Якутии признан одним из открытых и доступных для населения. Республика представила 4 проекта на общероссийском конкурсе «Бюджет для граждан». Все они были высоко оценены экспертами и заняли призовые места. Как прокомментировали в Минфине Якутии, в планах ведомства дальнейшее совершенствование работы по повышению уровня финансовой грамотности и развития финансового просвещения, формированию финансовой культуры и навыков рационального финансового поведения. Отметим, что конкурс «Бюджет для граждан» направлен на повышение открытости бюджетных данных и бюджетной грамотности населения. Сумма налога по добыче нефти и газа в Якутии, которая идет в федеральный бюджет страны, впервые в истории достигнет порядка 120 миллиардов рублей в 2019 году. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев. Он выразил уверенность, что в ближайшие годы регион станет одним из крупнейших центров добычи нефти и газа. Руководитель региона также отметил, что в Якутии создаются и будут дальше создаваться тысячи рабочих мест в нефтегазовых компаниях, действующих на территории республики. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Юлия, до встречи в следующем эфире. Спасибо, Нургуяна. Радостно, что у нас развивается нефтегазовая отрасль. А в центре Москвы отгремела торжественная линейка, посвященная началу учебного года в Щепкинском театральном училище. Студентами стали 6-е поколение якутян, 23 человека. О том, как ребята ступили на порог студенческой жизни, расскажет Айсена Бурнашова. Щепка, привет!
Громкие аплодисменты и такие же громкие возгласы. Это щепкинцы отмечают начало студенческой жизни. Мечта стать студентом самого старейшего и самого знаменитого театрального училища в стране сбылась. 23 якутянина в этот день в торжественной обстановке получили свои главные документы. Я очень рада получить этот студенческий билет. Для меня это впервые. Я, наверное, запомню это чувство на всю жизнь. На руках студенческие билеты, впереди гранит науки, который студенты-щепкинцы, по всей видимости, будут грызть с большим удовольствием. Энергии и драйва у ребят хоть отбавляй. Дружба Якутии и театрального училища продолжается уже десятки лет. Самый первый выпуск студентов был в 1955 году, последний в 2002. И вот спустя 17 лет в Щепкинское училище вновь поступили якутские таланты. Мастодонты актерского мастерства хорошо помнят каждого студента и с удовольствием погружаются в воспоминания. Я очень рада, что приехала якутская студия, потому что у меня самые светлые впечатления остались от работы с моими дорогими якутами. Это были просто родные для меня ребята. Ровно 53 года назад из стен Щепкинского училища выпустилась народная артистка Якутии, актриса Нюрбинского государственного передвижного драматического театра Валентина Пантелеймоновна Николаева. В этом году она приехала в Альма-Матер вместе со своей внучкой, продолжательницей актерской династии. Очень волнительно, радостно. Как раз вот в год театра набрали якутскую студию. Это просто счастье, это просто судьба. Когда нас перечисляли, кто едет в Москву, и я услышала свое имя, я очень сильно удивилась, я заплакала и очень сильно радовалась. Новоиспеченных студентов с этим знаменательным днем вместе с наставниками и мастерами также поздравили и выпускники. Они уверены, учиться в Щепкинском училище – это гордость и билет в большое будущее. Я надеюсь, что все эти молодые девочки и мальчики все дружно закончат свою учебу и что-то новое привнесут в наше искусство. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. К другим темам статистика показывает, что любое преступление гораздо легче раскрывать по горячим следам. В полицию Якутска обратился местный житель, который рассказал, что его ограбили на улице. Это произошло вечером, когда они шли с другом. К ним подошла компания неизвестных молодых людей. Один из них напал на заявителя, нанес несколько ударов, а затем похитил из кармана мобильный телефон и скрылся. Продолжит мой коллега Юрий Осипов. Юра, кто оказался преступником и что ему теперь грозит? Да, Юля, преступника установили и задержали в кратчайшие сроки. Им оказался 18-летний безработный уроженец города Якутска. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы. Вот так один необдуманный поступок может сломать жизнь человеку. Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий. В студии работает Юрий Осипов. Смолчать о преступлении значит самому стать преступником. Но еще больший проступок – солгать о нем. Так, по инициативе прокуратуры Булунского района возбуждено уголовное дело по факту дачи ложных показаний в суде. В ноябре 2018 года мировым судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя поселка Тикси, который незаконно проник в квартиру. Этот приговор был обжалован осужденным в апелляционном порядке. Одним из доказательств вины осужденного являлись показания, данные на предварительном следствии свидетелем, который непосредственно присутствовал на месте преступления и видел, как виновный взламывает дверь и проникает в жилище потерпевшего. В судебном заседании суда апелляционной инстанции свидетель изменил свои показания и взял вину в совершенном преступлении на себя, утверждая, что это он взломал дверь и проник в квартиру. К этим показаниям суд отнесся критически и расценил их как желание помочь избежать наказания подсудимому. Но на основании иных доказательств районным судом обвинительный приговор мирового судьи остался без изменения. А вот в отношении свидетеля возбудили уголовное дело за заведомо ложные показания. Как часто мы слышим о том, что алкоголь стал причиной или катализатором преступления. И сейчас снова. Застолье в Анабарском районе закончилось возбуждением уголовного дела. В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов происходит скандал. На место сразу выехали сотрудники правопорядка. Уже там выяснилось, что 31-летняя безработная женщина сильно ранила своего сожителя.
Также полицейские установили, что подозреваемая и потерпевший вместе выпивали. В какой-то момент между ними возникла ссора, которая переросла в драку, в результате которой злоумышленница и нанесла сожителю тяжкий вред здоровью. Сейчас ей грозит до 8 лет лишения свободы. Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь. Вместе с ними и мошенники перешли на новые методы обмана. В Алданском районе индивидуальный предприниматель сообщил полиции, что неизвестные похитили у него около 800 тысяч рублей. В ходе расследования полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастна одна из сотрудниц магазина, владельцем которого является потерпевший. Тогда выяснилось, что преступление уходит корнями на несколько лет назад, когда подозреваемая познакомила потерпевшего со своей знакомой, находившейся в Якутии проездом. Мужчина и две девушки посидели в кафе, после чего новая знакомая улетела к себе в родной город. Воспользовавшись тем, что потерпевший проявил симпатию к ее приятельнице, злоумышленница вступила с ним в интернет-переписку от ее имени. Выдавая себя за другую, женщина в течение длительного времени просила перечислять деньги ей на банковскую карту под различными предлогами. На лечение матери, на похороны и тому подобное. В конце концов, мужчина почувствовал неладное и нашел страницу своей возлюбленной в интернете. Он набрал ее номер и был шокирован тем, что она понятия не имеет о его чувствах и вообще-то находится замужем. В этот момент он понял, что стал жертвой мошенничества. 25-летняя подозреваемая ранее не привлекалась к уголовной ответственности, воспитывает ребенка. Женщина дала признательные показания и пояснила, что потратила похищенные деньги на личные нужды. За мошенничество ей грозит 6 лет лишения свободы. Восточное побережье США готовится принять удар урагана Дориан. Накануне шторм 5-й категории обрушился на Багамские острова. Его уже называют одним из мощнейших в истории. Подробности в репортаже Татьяны Гамозовой. Флорида готовится к прибытию урагана Дориан. Жители забивают окна фанерой, затыкают щели пластиком и укрепляют двери мешками с песком в надежде, что это уменьшит ущерб. Мы живем в пригороде. Это для гаражей и для всяких ям во дворе. У нас много где вода задерживается. Пытаемся сделать так, чтобы дом не затопило, насколько это возможно. Мы просто прибрались у себя во дворе, спрятали все, что может унести ветром. А это я вообще-то для свекрови делаю. В ее районе, бывает, заливает улицы. Накануне Дориан обрушился на Багамские острова, и, как сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами, уже во вторник он окажется в опасной близости от побережья Америки. Метеорологи ожидают также, что сила ветра вскоре ослабнет, но в ближайшие 2 дня шторм останется достаточно мощным. В воскресенье Дориан усилился до 5-й наивысшей категории по шкале Сафира-Симпсона. Премьер-министр Багам заявил, что уровень моря может подняться из-за него на 6 метров. В зоне риска, по его словам, более 70 тысяч человек. Жители островов еще до основного удара сообщали о поваленных деревьях и разрушенных волнами причалах. Президент США Дональд Трамп сообщил, что от урагана, одного из самых мощных в истории страны, может пострадать побережье вплоть до Северной Каролины. Он призвал американцев перебраться в более безопасные районы. Губернатор Флориды отдал приказ об обязательной эвакуации 9 округов. Жителям еще 7 рекомендовано покинуть дома. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя. Юлия, таковы основные события о происшествиях на этот час. Мы продолжим следить за событиями, и я расскажу о самых интересных из них в следующих выпусках. Спасибо, Юрий. В Нерюнгринской районной администрации состоялось совещание по подготовке объектов к отопительному сезону. На прямой связи наш корреспондент Александра Цыбикова. Саша, здравствуй. Какие вопросы поднимались и насколько район готов к отопительному периоду? Здравствуй, Юлия. С информацией о выполняемой работе по подготовке к отопительному периоду выступили представители поселений, организаций коммунального комплекса энергетики и учреждений социальной сферы. На совещании также были подняты вопросы о подготовке актов и паспортов. Дезинфекции систем водоснабжения и началу и формированию запасов топлива на котельных к отопительному периоду. Рядом со мной стоит Лев Зотов, заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам ЖКХ. Скажите, на сколько процентов готов наш район? На сегодня
что учреждения социальной сферы готовы на 100%. Что касается жилищного фонда, то цифра составляет 64%. А на сегодняшний день ведется так и жилищного фонда. То есть постепенно все поселения сдают паспорта готовности по своему жилищному фонду. Что касается подачи тепла, то оно запланировано на 9 сентября. Спасибо большое. Юлия. Спасибо, Александра. Я напомню, на прямой связи из Нерингри была моя коллега Александра Цыбикова. Переходим к мировым новостям. Во Франции всерьез взялись за любителей рева моторов и шума двигателей. В Париже и пригородах тестируют новое устройство, которое позволит находить слишком громких мотоциклистов и автолюбителей, рассказывает Никита Конев. Жители спокойных и тихих пригородов очень не любят, когда идиллическую атмосферу их улочек что-либо нарушает, будь то оглушающая музыка или рев моторов. И обитатели Вильнёв-Леруа, как раз такого района в окрестностях Парижа, решили, что не будут терпеть чересчур громких мотоциклистов и автолюбителей. Они установили у себя специальный шумовой радар. Он оснащен 4 микрофонами и самостоятельно может определять, откуда идет звук. Сейчас он собирает только данные о децибелах, но в будущем, надеется мэр, удастся усовершенствовать устройство. Пока радар оснащен дополнительно камерой, постоянно записывающей картинку. Но идея, конечно, в том, чтобы объединить видео и данные о громкости, которые мы собираем, чтобы точно определять, кто шумит и куда нарушитель уехал. Так мы добьемся идеальной точности. Пока устройство работает в тестовом режиме. Власти намерены запустить радар, как только правительство примет законопроект, разрешающий пользоваться подобными приспособлениями. Сейчас во Франции действуют законы, ограничивающие громкость машин и мотоциклов. Вот только с исполнением их есть проблемы. Похожие устройства тестируют не только в Вильнёв-Леруа, но и в нескольких других районах Парижа. А вскоре они появятся и в Сен-Форже, пригороде французской столицы, очень популярном среди мотоциклистов. Испания присоединилась к странам, где туристам предлагают получить опыт жизни на другой планете, не покидая, впрочем, Земли. Подробности у Татьяны Гамозовой. Станция Арес – первая и единственная колония землян на Марсе. Попасть туда нелегко, работать еще сложнее. Условия труда включают отсутствие атмосферы, экстремально низкие температуры и космическую радиацию. Во всяком случае, так считают организаторы аттракциона, расположенного на севере Испании, недалеко от Арредондо. Компания Astroland Agency превратила в марсианскую базу пещеру длиной в километр и высотой 150 метров. К работам привлекли ученых и архитекторов. Приключение организовано максимально серьезно. Участники проходят подготовительный онлайн-курс продолжительностью 26 дней с участием реальных экспертов из космической отрасли. Затем 3 суток тренируются в Сантандере. И только после этого астролендеров допускают под землю на 3 дня и 3 ночи. Внизу ждут скафандры, опыт пребывания в невесомости и попытки вырастить пищу в лаборатории. Нечто совершенно иное, отличное от обыденного опыта, полный выход из зоны комфорта, другой мир. Ты вынужден адаптироваться, изменить образ мыслей, понять, что самые простые вещи мы делаем на Земле совсем по-другому. Для меня это было все равно, что миссия Марс-100. Некоторые вопросы, о которых говорили нам, например, психологи, мне прекрасно понятны. Важно широко смотреть на вещи, быть способным решать проблемы. Все время там было сплошной попыткой решить очередную проблему, заставить один эксперимент работать, потом другой, потом еще что-то, и это здорово. Как раз такое я люблю. В одну экспедицию на станции Арес, по-древнегречески это Марс, попасть могут не больше 10 человек. Но цена сдерживает от наплыва желающих. Курс стоит 6 тысяч евро с участника. Немногим меньше 440 тысяч рублей. У кота Ларри, который проживает в резиденции британского премьер-министра, появился новый сосед-щенок. Подробности в следующем сюжете.
номер 10 по Даунинг-стрит в Лондоне появился новый житель. Щенка породы Джек Рассел, 15 недель от роду, привезли в резиденцию британского премьер-министра в понедельник. Собаку завел Борис Джонсон, который сам въехал в это здание чуть больше месяца назад. У терьера пока нет имени. Супруги Джонсон нашли его в одном из собачьих приютов Уэльса. Как сообщается, новый лидер консерваторов надеется таким образом привлечь внимание общественности к так называемому закону Люси. Это грядущий запрет на продажу домашних питомцев младше полугода в зоомагазинах. Он должен вступить в силу следующей весной. На Даунинг-стрит уже живет кот, известный всему миру Ларри, официально занимающий должность главного мышелова кабинета министров. Как отмечают наблюдатели, его поклонникам, вероятно, не стоит беспокоиться. В конце концов, этот кот сумел ужиться с двумя предыдущими премьерами – Дэвидом Кэмероном и Терезой Мэй. В понедельник в неофициальном твиттере Ларри появилось голосование на тему имени для щенка. Предлагаются следующие варианты: Брекс, пес отвлекающий маневр, Дональд, а также не Ларри. Пока лидирует последний. Пополнение в берлинском зоопарке. У большой панды Мень-Мень родились близнецы. Чтобы мать не забросила одного из детенышей, смотрители забирают малыша, а потом меняют его местами со вторым, рассказывает Артем Сторонов. Долгожданное для всей Германии событие – рождение первых в истории страны детенышей гигантской панды наконец-то произошло. В минувшие выходные в берлинском зоопарке приветствовали пополнение. У 6-летней медведицы Мень-Мень появились на свет близнецы. Пока что они совсем не похожи на мать. У них практически нет шерсти, на удивление длинный хвост, совсем нет хорошо узнаваемых черных пятен и отсутствует зрение. Малыши здоровы и хорошо себя чувствуют, говорит директор берлинского зоопарка Андреас Книрим. Масса первого детеныша при рождении составляла 186 граммов, что довольно много для маленьких панд. Обычно они появляются на свет весом 100-130 граммов. Масса второго была 136 граммов, что близко к верхней границе интервала. Так что они родились очень сильными. В дикой природе большие панды обычно воспитывают лишь одного малыша. При рождении близнецов мать полностью игнорирует второго. Поэтому в данном случае пришлось вмешаться человеку, а точнее специально приехавшим принимать роды специалистам из Китая. Мы забираем одного детеныша в инкубатор и оставляем с ней второго, а через какое-то время меняем малышей. Таким образом, мать ничего не замечает, и оба отпрыска имеют шанс получить от нее одинаковые социальные навыки. Большие панды – часть дипломатической политики Китая. Все детеныши, рожденные за пределами КНР, должны вернуться на родину, как только им более не потребуется родительское внимание. Но пока что об этом думать рано, и вся Германия отмечает радостное событие. Это были мировые новости. А мы продолжаем. Почти 10 тысяч человек будут сдавать единый государственный экзамен в сентябре. Откроют дополнительный период. Сегодня ЕГЭ по русскому языку. Сдавать экзамены в сентябрьские сроки имеют право ученики, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам – русскому языку и математике. Экзамены в дополнительный период состоятся во всех регионах России в 153 пунктах проведения экзаменов. Боксер Мэнни Пакьяо анонсировал запуск собственного криптотокена для фанатов. В прошлом году о таком же проекте объявил футболист Майкл Оуэн. Его монеты так и не появились. Подробности далее. Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо собирается выпустить собственную криптовалюту. Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе объявил об этом в воскресенье на церемонии в Маниле. На нее пришли около 2000 человек. Чтобы привлечь внимание поклонников, 40-летний Мэнни даже спел для них. По словам боксера, его токены под названием ПАК на базе блокчейн-платформы NEO позволят покупать сувениры и взаимодействовать с ним самим через соцсети. Их обещают разместить на сингапурской глобальной криптобирже, которая, правда, в прошлом году еще только провела ICO, но заранее позиционирует себя в качестве главной криптоплощадки для знаменитостей. Я всегда хотел сделать больше для своих фанатов, а бизнес-модель этой биржи на основе блокчейна позволит мне общаться с людьми по всему миру. Я планирую проводить интересные челленджи для поклонников. Пожалуйста, сделайте мне приятное, присоединяйтесь. Вы сможете получить баллы за лояльность, эксклюзивный автограф или даже приглашение на личную встречу.
Весной 2018 года о планах выпустить собственные криптомонеты в сотрудничестве с той же биржей объявил английский футболист Майкл Оуэн. О судьбе этого проекта пока ничего не известно. Переходим к новостям спорта. Мужская сборная России по баскетболу выиграла у команды Южной Кореи в матче второго тура группового этапа Кубка мира. Матчи предварительного раунда проходят в китайском Ухане. Подробности у моего коллеги Власия Сергеева. Власий, каково положение россиян после этого тура? Юлия, здравствуйте. Победа в этом матче позволила российским баскетболистам гарантировать себе выход во второй групповой раунд турнира за один тур до конца первого этапа. В данный момент подопечные Сергея Базаревича делят лидерство с аргентинцами в своей группе, набрав 4 очка в 2 матчах. Это новости спорта. Здравствуйте. Сборная России по баскетболу одержала победу над командой Южной Кореи в матче второго тура группового этапа Кубка мира. Встреча завершилась со счетом 87-73. Самым результативным игроком матча стал центровой корейской команды Рагун А. В его активе 19 очков. Благодаря этой победе команда России набрала 4 балла в 2 играх и досрочно гарантировала себе выход во второй групповой раунд турнира. В заключительном матче первого этапа россияне сойдутся с командой Аргентины. Вирджил ван Дейк, Лионель Месси и Криштиану Роналду вошли в шорт-лист претендентов на звание лучшего футболиста года по версии FIFA. В прошлом сезоне Ван Дейк в составе Ливерпуля стал победителем Лиги чемпионов и занял второе место в английской премьер-лиге. А со сборной Нидерландов дошел до финала Лиги наций. В активе Лионеля Месси победа в чемпионате Испании и выход в полуфинал Лиги чемпионов в составе Барсы, а также бронзовая медаль Кубка Африки за сборную Аргентины. Роналду в прошлом сезоне вместе с Ювентусом выиграл чемпионат Италии и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. В составе сборной Португалии он выиграл Лигу наций. Церемония вручения наград FIFA пройдет 23 сентября в Милане. Воспитанник якутской детской футбольной команды «Пульс» Артем Соколов вызван в юношескую сборную России. Футболист примет участие в учебно-тренировочных сборах национальной команды в Испании, целью которых является подготовка к грядущему юношескому чемпионату Европы. Также в рамках сборов российские футболисты сыграют товарищеские матчи со сверстниками из Ирландии. Напомню, Артем Соколов в данный момент играет за команду Чертанова, куда перебрался после успешного выступления за якутский «Пульс» на турнирах всероссийского масштаба. Юные футболисты из Якутии отправились в Анапу для участия в финальном этапе международного фестиваля «Большие звезды светят малым». Честь республики на соревнованиях будут защищать 2 команды, состоящие из воспитанников мини-футбольного клуба «Заря» 2010-2011 годов рождения. «Большие звезды светят малым» – это ежегодные соревнования, которые проходят под патронатом известных российских футболистов и тренеров. Команды из Якутии выступят в дивизионе полузащитника Санкт-Петербургского «Зенита» Александра Ерохина. Футболисты «Зари» 2011 года рождения сыграют матч первого тура 4 сентября. Ребята 2010 года рождения выйдут на поле 14 числа. В Нерюнгри прошло открытое первенство по автокроссу. Соревнования были посвящены Дню шахтера. Подробнее в материале Екатерины Павловой. Соревнования проводятся по правилам трековых гонок. Количество заездов – 3. Класс D2 – заднеприводные автомобили объемом двигателя 1600. В этот раз по правилам классического автокросса соревновалось всего 6 машин, что связано в основном с техническими проблемами. Так как машин мало, в этот раз мы сделали не как обычно по 4 машины на старте стоят, а по 3 машины. Так, только из-за отсутствия гонщиков. В этом году заявился один новичок на соревнования. Ралли – не самое приятное и простое действие для транспорта. Авто разбиваются, да и сами водители могут пострадать. Основной состав участников – костяк, сложившийся годами. Никита Машков принимает участие в соревнованиях больше 5 лет. В Дни шахтера Никита успел поучаствовать как в конкурсе профмастерства на 90-тонном самосвале и стать победителем, так и в автокроссе на старенькой ВАЗ-2107 89 года. Она с самого начала участвует в этой машине, машину не меняя. Вот в каком она состоянии, видите, она ни одной гонки почти не пропустила. Много призовых мест заняла. И каждый год у нас по 4 соревнования. Уже, наверное, лет 5. Вообще ничего серьезного менять не надо, просто за всем немножко следить. Немножко уделять машине внимание и все. Как бы поездили, пообщались, общие интересы какие-то. Вот. В соревнованиях 4 заезда. Стартуют одновременно по 3 участника, что добавляет кроссу зрелищности. Победителей определили по наибольшей сумме очков. Организаторы поздравили участников с удачным финишем, вручив заслуженные награды. Екатерина Павлова, Захар Головин.
магазин «Нерингри». К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни якутского и российского спорта. Юлия, вам слово. Спасибо, Власи. Все промышленные районы отмечаются активностью в участии в автокроссе. На полигоне юных натуралистов открывают театральный сезон в честь Года театра. На территории учебно-методического полигона выступления сегодняшнего дня будут проходить в рамках проекта «Театр под открытым небом». Что ожидает гостей, расскажет Саргалана Захарова. Она на прямой связи со студией. Я хочу отметить, что в этом году Центру юных натуралистов исполняется 65 лет. И как раз так совпало, что именно в этот год, год театра, как вы правильно заметили, здесь откроется настоящий театр. И чуть поподробнее об этом чуть попозже. Но о том, что приготовил полигон в этом году, нам расскажет заведующая лабораторией центра Полина Яковлева. Здравствуйте. Через эту арку декоративных тыкв пройдем в овощной отдел. Вот сразу можно здесь, наверное, обратить внимание вот на эти интересные тыквы. Что это за тыквы? Можно ли их употреблять в пищу? Это декоративные тыквы. Конечно, можно, но не нужно. Потому что у нас есть тут другие тыквы. Где-то 40 сортов тыкв, патиссонов, кабачков. Давайте вот пройдем и посмотрим. Вот эту аллею мы называем аллеей позитивной аллеей. Почему мы так называем, да? У нас тут расположены афоризмы позитивные. И вообще, когда к нам приходят посетители, мы хотим, чтобы они ушли с хорошим настроением. Капусты 5 сортов. Ну и, насколько я знаю, здесь растут еще и редкие сорта. Да, редкие сорта тыкв, например, вот так немножко вернемся. Давайте пройдемте. Да. Вот тыква триамба. Вот это. Хабар чикагский, черный лежит. Тыква хулиган. А какие у них качества? Можно ли их кушать? Да, а как же? Их можно сохранить до весны. Мы обычно сохраняем, потом берем семена, размножаем и распределяем по школам. А они такие должны быть, вот белые, черные или вот привычный желтый цвет они обретают? Нет, они вот так и остаются, черные, белые. Настоящих гигантов, которые, наверное, могли бы стать хорошими претендентами для кареты для Золушки. Вот, например, этот. Вот эта тыква парижская золотая. Вот желуди лежат белые. Вот. И дальше вот тут много-много сортов. Ландшафтный дизайн, да? Мы пропагандируем новые сорта овощных культур. Помидор у нас тоже очень много. Есть экзотические растения, целая теплица. Составляем тематические композиции цветочные по темам. Вот. Спасибо большое. Ну а мы сейчас пока вынуждены. Мы работаем в прямом эфире. Как только наладится связь, мы вернемся к нашему прямому включению. А сейчас о погоде в крупных городах республики. В Алдане 18 градусов со знаком плюс, скорость ветра 4 метра в секунду. В Ленске ветер дует с такой же скоростью 4 метра в секунду. Столбик термометра остановился на отметке 17 градусов выше нуля. В столице Алмазного края Мирном в эти минуты плюс 15, ветер 4 метра в секунду. А за окнами жителей столицы Южной Якутии Нерингри плюс 17, ветер 1 метр в секунду. В Якутске прямо сейчас 19 градусов тепла, скорость ветра 2 метра в секунду. Оставайтесь с нами и будьте в курсе главных событий.